14 воркутинских оленеводов приняли участие в досрочных выборах главы Коми, депутатов Государственного и местного советов. Голосование организовали прямо в тундре. Члены участковой избирательной комиссии вместе с наблюдателем и сотрудником полиции на стоянке оленеводов добирались спецрейсом вертолета. Всего облетели 7 бригад. Любой значок. Это может быть там крестик, галочка. В общем, что поставить. Для досрочного голосования в труднодоступных местностях руководство производственно-сельскохозяйственного кооператива «Оленевод» предоставило в ТИК Воркуты уведомление и список на 40 человек. По факту голосовали лишь 14, остальные на стоянках были либо без паспортов, либо ушли по работе в тундру. В остальном досрочное голосование прошло без эксцессов. Наверное, как любой гражданин нашей страны, да, естественно, хочется, чтобы как-то ситуация в стране, допустим, вот он на данный момент, да, в республике, да, если главу республики, там, горсовет, чтобы, и как-то городские власти, наверное, больше делали какой-то акцент, я не знаю, на помощь людям, гражданам, то есть как-то, может, более, чтобы, тесные контакты были, то есть можно было свободно связаться с нашими вышестоящими, да, и какие-то вопросы решать. За процессом волеизъявления оленевода в статусе общественного наблюдателя увлеченно следила уроженка Воркуты, а ныне москвичка Яна Недзвицкая, главный дизайнер и креативный директор известных брендов женской одежды. По словам королевы русского платья, именно так называют Недзвицкую модные критики дизайна, выборы на севере, да еще и в оленеводческой стоянке для нее в новинку. Впечатления от быта и удивительной природы остались самые позитивные. Меня поразило, что настолько все было чисто, честно, все опечатано, так строго. С нами даже полицейский летал и наблюдал за всем. И поэтому люди очень приветливые, приятные. Конечно, не все проголосовали, это понятно. Оленеводы ушли в тундру с оленями. Но все-таки часть проголосовала, и с большим удовольствием они нас ждали. Они красиво оделись. Это было так, в общем, классно. Голосование в отдаленных населенных пунктах и труднодоступных территориях республики продлится по 10 сентября включительно. Ожидается, что в выборах главы Коми, депутатов Госсовета и местных органов власти примет участие 8771 человек.